игры есть по анекдоту «Магический Пендрагаст» и «Исчезающий этаж». Это очень хорошие игры, сделаны в профессиональной студии, такие, и, честно говоря, когда дети наши проходили эту игру, они все время прибегали к подсказкам. Ну, там есть какие-то подсказки в интернете, потому что эта игра такая логическая, там нужно догадываться, что нужно сделать, чтобы выполнить ее задание. Вы любите компьютеры, увлекаетесь компьютерными играми, или, может быть, читаете электронные книги? Ну, когда-то я увлекался компьютерными играми, вплоть до того, что там несколько дней мог провести в какой-то игрушке, потом ломал колено диск, потому что чувствовал, что я не смогу себя контролировать, потом снова покупал. Но потом, в конце концов, не удалось от компьютерной такой игровой зависимости избавиться. От интернет-зависимости я пока не избавился. Я думаю, что нужно как-то очень жестко себя ограничивать. Есть целый ряд программ, которые помогают ограничивать время пребывания в сети, потому что интернет очень потравливает время. Вроде бы там не делаешь, но в общем, теряешь время, которое можно потратить с большей пользой на что-то другое. Хорошо, а продолжая тему предыдущего вопроса. Современный мир захватывает компьютерные технологии, появляются различного рода виджеты, гаджеты. Говорят, что через 5-7 лет библиотеки вымрут. Вымысел это или правда? Как вы считаете? Ну, я думаю, они не вымрут, но сильно трансформируются. То есть уже сейчас библиотека, она становится скорее медиацентром. То есть не только библиотекой, но и местом для выставок, встреч, там, Wi-Fi, возможность разных секций, кружков. То есть библиотека в том виде, как она сейчас, она очень сильно трансформируется и станет, ну, как бы, библиотекой телеколумом. Что произойдет с печатными изданиями? Ну, печатные издания, там есть как бы разные ниши. Книги, собственно, детские, интернет еще очень долго не сможет потеснить. В подростковой нише, вот, когда уже активно используются там телефоны, компьютеры, планшеты, конечно, очень много каждый год все больше и больше людей прочитывают книги именно с компьютера, и к этому нужно относиться уже нормально. Но вообще, мне кажется, что бумажная книга, она незаменима, что одно дело вот как-то держать ее в руках, а совсем другое дело через компьютер ее воспринимать. Но с другой стороны, наверное, это естественный процесс, и нужно относиться к нему спокойно.